Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Завершается республиканский молодежный фестиваль «Мусустар». Финал фестиваля состоится 25 марта в спорткомплексе «Триумф». Об итогах грандиозного молодежного форума расскажет гостья нашей студии Надежда Махначевская, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. Надежда Вячеславовна, здравствуйте. Добрый день. Сколько участников в этом году ожидается на финале фестиваля «Мусустар» и из каких районов приедут команды? В этом году у нас очень большое количество участников из районов. Если в прошлом году у нас было более 400 участников, которые приехали в город Якутск, собрались с районов, то в этом году у нас их более 1200 человек. То есть в 3 раза мы видим увеличение, и практически все районы у нас подтвердили свое участие, приехали. И отрадно, что у нас принимают очень активное участие арктические районы. Арктическим районам у нас очень большая поддержка, конечно, оказана организаторами в лице правительства республики. Мы 100% оплачиваем им проезды всем участникам, которые попали в финал, поэтому активность очень большая. Скажите, а кто заявлен в качестве почетных гостей фестиваля? Этот вопрос волнует, наверное, многих. Да, почетные гости у нас всегда очень большие люди, которые достигли определенных успехов в области спорта, культуры и так далее. В этом году у нас фигурное катание представляет олимпийская чемпионка Камила Валиева, спортивную гимнастику Никита Нагорный. Он также является у нас начальником главного штаба юнармии в целом Российской Федерации. Наши земляки, также Надежда Ангарская, телеведущая, участница Comedy Woman, и наш земляк Леван Горозия, рэп-исполнитель, который всегда поддерживает Якутию, тоже принимает у нас участие. Надежда Вячеславовна, какие новшества в этом году есть на, получается, уже 3-м фестивале «Мусустар»? В этом году, конечно, цель вообще конкурса – это патриотическое воспитание. Отдельной площадки мы по патриотическому воспитанию делать не стали, но каждое из направлений, она касается все-таки патриотического воспитания, в первую очередь, конечно, нашей молодежи. Треки у нас из года в год меняются. В этом году трек «Твори добро» – это одна из самых таких главных наших направлений работы, касается работы добровольчества. Есть трек «Перспектива в познании», приуроченные году педагога и наставника в Российской Федерации. В рамках этого направления у нас проводятся конкурсы, деловые игры для молодых педагогов. Есть по линии рабочих профессий тоже трек «Профи», который проводит у нас Министерством труда совместно с Федерацией профсоюзов. По данному направлению у нас конкурс, ну, как сказала, уже среди рабочих профессий у нас будет выставлен, и будут проходить также мастер-классы, круглые столы по профессиям. И новшество этого года, мы все знаем, что в прошлом году у нас федеральным законом, указом президента создано российское движение детей и молодежи. И в рамках этого фестиваля «Мусустар» у нас будет проходить первый республиканский слет российского движения детей и молодежи. Он у нас охватил порядка 250 ребят, которые также представлены с 29 районов нашей республики, приезжают со своими местными координаторами и с советниками по воспитательной работе. Но вот финал состоится уже в эту субботу, 25 марта. Подготовка ведется очень большая. Как будет проходить финальная часть фестиваля? 25 марта традиционно мы проводим наш фестиваль, финал нашего фестиваля в спорткомплексе «Триумф». Будут у нас выставлены по всем направлениям, по всем конкурсам корнеры. Можно будет пройти, посмотреть, какие там активности будут на этих площадках. Также проходить игры, конкурсы для участников нашего торжества. В 16:30 у нас начинается торжественное мероприятие, то есть финал. И будут также
озвучены имена победителей. И новшество этого года – это также мы подводим итоги по итогам вообще самого фестиваля Мусустар по всем направлениям. И у нас определится в финале лучший молодежный район. Мы его разделили по двум номинациям: лучший молодежный район Арктический и лучший молодежный район, ну вот в целом те районы, которые у нас есть. Это начиная от города Якутска, все оставшиеся районы. Давайте тогда как раз и поговорим о лучших молодежных районах. Как прошли отборочные этапы? Отборочные этапы начались у нас 14 февраля. Все муниципалитеты, которые представили команды, они у себя провели мини-фестивали по направлениям самого фестиваля Мусустар. То есть каждое направление было представлено на мини-фестивале в муниципальных районах. Финалисты попали в финал и приехали в город Якутск уже участвовать на финальных площадках, в финальном этапе. Какой охват составили проведение как раз-таки мини-фестивалей, отборочных этапов в различных треках, которые представлены в этом году? Да, всего по всей республике мы охватили около 8 тысяч, более 7 тысяч участников приняли участие во всех мини-фестивалях. И, как я ранее уже сказала, более 1200 человек у нас приезжают, попали в финал и приезжают в город Якутск. Кроме этого, у нас отдельная площадка вот по слету российского движения детей и молодежи, 250 человек. И есть у нас площадки, которые также будут проводиться обучающие семинары по патриотическому воспитанию силами Министерства обороны Российской Федерации. А вообще численность участников, которые принимали участие в отборочных соревнованиях, которые сейчас едут на финал, дает ли это право говорить о том, что третий фестиваль Мусустар стал самым масштабным и поставил новый рекорд по количеству тех, кто будет в нем задействован? Да, непосредственно. Вот в этом году очень большое участие принимают у нас муниципальные образования. Первые два мероприятия у нас проходили, но не охватывая всю республику, а особенно арктические районы. В этом году практически все районы у нас выставлены, и есть даже районы, которые по типу проведения республиканского фестиваля они выявили лучшие муниципальные наслега. Да, и вручили также свои призы, денежные сертификаты и так далее лучшим наслегам. Это у нас проведен такой конкурс, я знаю, что в Нюрбинском районе, то есть по аналогии с республиканским. Это очень отрадно. Надеемся, что наш фестиваль из года в год будет также совершенствоваться, и количество участников из года в год будет увеличиваться. В «Триумфе» у нас принимает участие более 3500 участников, мы ожидаем, которые будут участвовать и в площадках, которые будут представлены, и в самом торжестве. Кроме того, в этом году тоже у нас есть новшество. Если мы ранее запускали шоу дронов, ну вот уличное было у нас представление, то в этом году у нас будет фестиваль воздушных змеев, который будет запущен на озере Сайсары с 12 часов до 18 часов 25 числа. Приглашаем всех жителей и гостей города Якутска принять активное участие. Также параллельно в сквере Матери с 12 часов до 4 часов будет у нас проходить концерт, где будут также принимать участие участники музыкальных конкурсов. Это «Сулустар», это наши хомусисты, это участники танцевальных конкурсов фестиваля Мусустар и звезды якутской эстрады. Скажите, а помимо ярких впечатлений и приобретенного опыта, какие еще возможности дает фестиваль Мусустар молодежи? В первую очередь это, конечно же, развитие. Человек, который принимает где-то участие, знакомится с людьми, в любом случае развивается. Очень много будет проведено мастер-классов и
самими нашими хедлайнерами, которые приезжают, и Никитой Нагорным, и Камилой Валиевой. Это, конечно же, развитие. Они будут все-таки для себя отмечать тех наших звездочек, которые подрастают. И очень надеемся, что у нас партнерские отношения с ними продолжатся. Ну и, конечно же, в первую очередь для молодежи нашей республики это коммуникации, познакомиться, пообщаться и уже может выработать какие-то свои совместные проекты и внедрять их в жизнь. Надежда Вячеславовна, в этом году впервые добавили направление в сфере добровольчества. Что же это за направление такое? Сфера добровольчества, ну мы знаем, да, что волонтеры это, конечно же, одна из таких сфер вообще в жизни, наверное, не только нашей республики, всей страны, всего мира, которые на безвозмездной основе помогают всем гражданам, которые нуждаются в помощи. И в этом году мы впервые в рамках фестиваля Мусустар проводим конкурс, называется «Доброволец Якутии». Он у нас будет проводиться по 12 направлениям. Было всего у нас 126 заявок со всех уголков нашей республики, и на сегодняшний день определены номинанты. 12 направлений – это такие направления, как событийное волонтерство, например. Да, это те волонтеры, которые у нас принимают активное участие в событийных мероприятиях, спортивных, культурных и так далее. Есть социальные волонтеры. Это те волонтеры, которые у нас принимают участие в основном в мероприятиях по оказанию гуманитарной помощи, в том числе участникам и семьям участников специальной военной операции. Есть у нас лучшая организация, которая себя проявила, ну, добровольческая организация. И таких направлений у нас в целом 11. И основное наше направление по этому конкурсу, это называется «Волонтер года». То есть мы выявим лучшего волонтера. И это единственная номинация, которая будет озвучена у нас в «Триумфе». Если по конкурсам итоги у нас озвучиваются на площадках и в «Триумфе» победителей приветствуют, то эта номинация у нас будет озвучена в «Триумфе», и волонтера года мы узнаем 25 числа. Но вот учитывая, что есть и одно из направлений, да, в сфере добровольчества, все будет известно, все самые сочные подробности в «Триумфе». Получается, есть и отдельный корнер, который посвящен именно этому направлению. Могут ли участники фестиваля на этом корнере как-то пойти тоже в добровольческое движение и стать волонтером? Да, это сделать очень легко. Мы заходим на сайт доброволец.рф, регистрируемся и становимся добровольцем. Также в рамках этого корнера у нас будет организовано письмо солдату. То есть каждый желающий молодой человек от 14 до 35 лет, участник нашего фестиваля, может написать письмо участникам специальной военной операции. Благодарю вас, Надежда Вячеславовна. Мы будем с нетерпением ждать финальной части фестиваля Мусустар и следить за событиями. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.